К слову, один из наиболее заметных проектов телеканала «Прямые» – трансляции этнических праздников Ибица, первая из которых состоялась в дни 90-летия Коми. Именно с этого периода ведет свою историю и финно-угорский этнопарк. О том, что было как будто вчера, Ксения Лосева. Соприкосновение с дикой природой, пестрый колорит культур, знакомство с обычаями и традициями – все это финно-угорский этнопарк. Сегодня он является одним из главных туристических комплексов республики. Ежегодно привлекают туристов со всего мира. Сложно представить, что когда-то вместо этого всего здесь было пустое поле. Идея о том, чтобы построить в Коми комплекс, который стал бы центром притяжения всех финно-угорских народов, витала в воздухе не одно десятилетие. Республике было стратегически важно развивать взаимоотношения с другими регионами и странами, а также продвигать свою самобытную культуру. Для этого нужна была современная площадка. Место нашли. Тогда, как вспоминают старожилы, многие не верили, что удастся построить все в срок. Вот он, будущий этнопарк. Попасть сюда можно только на своих двоих. Полкилометра прошагав по разъезжающейся глине, в грязи по колено и постоянно страхуя друг друга. Пока строители забивают сваи и расчищают места под строительство будущих зданий. Успеть в срок получилось. Пусть и не совсем так, как задумывалось в первоначальном плане. На открытие тогда приехала чуть ли не вся республика. Многие до сих пор помнят многокилометровую пробку, которая образовалась на въезде в парк. Праздник на всю республику в прямом эфире показал наш телеканал. Тогда это был настоящий прорыв и в мире телевидения. Сейчас есть у нас интернет и какие-то мобильные платформы для доставки сигналов. В то время самый защищенный и стабильный это был спутник. Приехала эта станция, а мы же не умели с ней работать. И вот буквально за неделю инженерным составом мы во дворе телецентра разворачивали, сворачивали, целились на спутник, искали его. Грандиозный объект стал одним из главных подарков к 90-летию региона. На живописной территории расположились входная группа, гостиница, конгресс-холл, открытая событийная площадка, коми-подворье, оленеводческий чум, тропа сказок, веревочный парк, кафе и баня. Комплекс тут же вступил в борьбу за нашего и иностранного туриста, например, с мультфестиваля «Ибица». В течение нескольких лет он собирал на одной площадке 1000 гостей. Однажды даже удалось провести его зимнюю версию, где команды соревновались в традиционных видах спорта. Для меня футбол, конечно, был исторический сегодня, потому что я, в принципе, его комментирую, практически не комментирую, на самом деле. Но меня покорили и девушки из команды «Волонтеры», и самое главное, конечно, та девушка, которая за Сыктывкарский государственный университет, одна фактически в компании ребят. Мне кажется, что из этого можно делать очень хорошее шоу. Спортивные состязания, традиционные праздники, выступления артистов – и это далеко не все. Чуть позже в этнопарке начнут проводить и другие мероприятия, которые тоже станут визитной карточкой туристического объекта. Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой воздух», международный гастрономический фестиваль финно-угорской кухни «Шаньгафест». Нашему региону и правда есть что показать миру. Если изначально парк был создан как некий такой культурный подиум для 24 финно-угорских народов, но прежде всего для коми-культуры, то потихонечку парк перерос в туристический объект. И мы стали в 2017 году туроператором. Мы официально внесены в реестр туроператоров России. Если изначально мы стали туроператором по внутреннему туризму, то уже в 2018 году мы получили статус туроператора по международному въездному туризму. Имеем право принимать иностранные группы, и привозить их в Республику Коми. Сегодня этнопарк ежегодно разрабатывает более 20 туров, включая межрегиональные турпродукты. «Чудо России» Мань-Пупунер, уникальные праздники Усть-Цилимская горка и Ижемский лут, экзотика быта оленеводов и северное сияние. Ставка делается на природный, этнографический и арктический туризм. Впрочем, и в самом парке есть на что посмотреть. Там постоянно появляются новые арт-объекты. Это все можно потрогать, люди этим пользуются. Людям очень интересно прикоснуться к истории, к настоящей. А это женская часть избы. Что, я думаю, никому уже это не надо объяснять. Это, конечно, прялка. Причем настоящая, также привезена из экспедиций. Сундук тоже настоящий. Утварь кухонная, ухват, корыто, щетки для чесания шерсти. Конечно же, люлька. Мастера и мастерицы финно-угорского этнопарка научат печь ржаные шанги, изготавливать музыкальные инструменты из борщевика и делать тряпичные куклы и изделия из лыка.
Традиционные мастер-классы здесь постоянно дополняются новыми и меняются в зависимости от времени года. Туризм – это больше не про монотонные экскурсии и разглядывание экспонатов. Это в первую очередь про впечатления и новый опыт. Современному искушенному туристу уже не интересно просто смотреть. Все новое он хочет пробовать на себе. Этнопарк эту тенденцию поддерживает. Так, например, здесь можно почувствовать себя в роли музыканта и сыграть на такой волшебной рыбе. Что ж, для первого раза, думаю, неплохо. Этнопарк 10 лет назад и сегодня – это два разных парка, говорят здесь. За такой, на первый взгляд, небольшой промежуток времени его идеи и концепции не раз пересматривались вместе с меняющейся реальностью и запросами туристической отрасли. Однако смыслы всегда оставались незыблемыми. В приоритете было сохранение истории и культуры коми и других финно-угорских народов.